Моя проповедь называется «Сыны чертога брачного». Я знаю, что в вашей церкви вы читаете из современного нового перевода Библии, но я сегодня решил взять с синодального перевода, потому что в современном переводе там написано не «сыны чертога брачного», а «гости». Когда говорится «гости», это как будто бы в общем смысле. А когда говорится «сыны чертога брачного», тогда уже появляется определенный акцент на определенных людей. Мы придем по ходу проповеди, я объясню, на чем сделан этот акцент. Вы прекрасно все знаете, кто читал Слово Божие, это написано в Евангелии от Луки, 5 главе. И мы прочтем вот эту притчу с 33 стиха по 39 стих. Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитву творят? Также и фарисейские, а твои едят и пьют». Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Аминь. Я знаю, что на этом местописании очень много проповедей и очень много толкований. Я постараюсь или попытаюсь для вас сегодня тоже определенную свою часть в этот багаж, в это драгоценности на этом местописании, чтобы вы могли вложить в свое сердце и также применять эти истины в свою жизнь. Здесь говорится то, что фарисеи и книжники подошли и к Иисусу задали вопросы: почему твои ученики не постятся, почему они едят и пьют вместе с мытарями и грешниками. Здесь на самом деле до этого местописания, если мы прочтем еще чуть выше, то мы увидим, что Иисус призвал к себе ученики Матфея. Он был мытарем. В тот раз Анна Рысматовна очень хорошо рассказала образ жизни и социальное, и духовное положение мытарей. Какими они людьми были в то время в обществе израильском. Какое у них было положение дел в духовном мире, в духовном состоянии и в социальном состоянии. Да? Вроде бы они являются израильтянами, но они были изгоем. Но у них есть жизнь, и вроде бы жизнь такая с финансами, благополучная с одной стороны посмотреть, а с другой стороны их общество не принимает. Вроде бы они родились иудеями, верующими, знающими Бога, детьми Авраама, но их пожертвования, они в храм, их жертвы, их вношение в храм, это не принималось. Они были людьми, которые подвисли между небом и землей. И Иисус призывает такого человека последовать за ним, стать его учеником. На этот жест Матфей, он сделал праздник для него. Простыми словами, он закатил пир. Он пригласил своих друзей, фарисеев. Представляете? Вот такая вот обстановка, ситуация. Иисус приглашает его в ученики, мытаря. Мытарь берет своих друзей и говорит: ребята, все, вот мой прощальный стол, моя карьера фарисейства на этом заканчивается, я становлюсь учеником Христа. Вот моя поляна, приходите. И все приходят, и все вот так вот делают. Здесь, о чем я пытаюсь сказать, здесь Иисус, что мы от этого можем взять для себя? Мы видим от этого того, что для Иисуса не важно, кто ты был до принятия Его, до принятия Его учения. Иисусу не важен твой бэкграунд. То, что было до Иисуса, для Него это не важно. Для Него важно то, что
Он тебе дает, и что ты с этим будешь делать. Как ты с этим будешь поступать, и как ты будешь жить с этим дальше. Для него это важно. А то, что было до Иисуса в твоей жизни, по сути, большой сути, это не имеет значения. Потому что Иисус все это стирает. То, что не нужно ему, то, что не нужно для Царства Божия, оно остается за крестом. То есть крест ставит очень большую жирную точку на этом. Давайте прочтем Лука 5 глава 34 стих. Иисус отвечает фарисеям. Он сказал им: можете ли заставить сынов чертова брачного поститься, когда с ними жених? Вот фарисеи и книжники приходят и спрашивают Иисуса, почему они не постятся. На самом деле, если так задуматься и посмотреть, то это фарисеи поднимают насмех Иисуса и учеников Иисуса. Потому что для того, чтобы быть учеником фарисеев, нужно было соответствовать этому званию ученика фарисея. Это все равно, чтобы поступить в медицинский институт, школьнику нужно сдать хотя бы химию и биологию, чтобы начальная база была у него вот это. И также, чтобы быть учеником фарисея, у тебя тоже должен быть очень хороший чистый бэкграунд. Ты должен быть из состоятельной семьи, у тебя должна быть репутация какая-то чистая, что в обществе фарисеев или иудеев за тобой никаких следов таких нету. И фарисей видит, и он раввин, то есть раввин, он видит, что ты предрасположен учиться и передавать это учение. А здесь Иисус, они подходят и видят, что эти люди, они разношерстные. Рыбаки, Нафанаил, еще там Зилот Симон есть, Иуда, Петр. Разные люди, разные. И тут еще фарисей, тут еще мытарь. Вообще разношерстные. И фарисей приходит и поднимает насмех Иисуса. Разве это ученики? Ты кого набрал, смотри. Они даже не знают, что такое поститься и молиться. Вот наши ученики, и даже если взять Иоанна, они аскезой занимаются. У них из верблюжьей шерсти, дикий мед, акриду, все это они едят. Но они тоже от этого своего дикого меда и акридов они постятся. Они бывают времена, что они этим не питаются. А твои-то, смотри, сидят с мытарями и грешниками, едят и пьют. А на самом деле, когда они так подходили, они смеялись над Иисусом. Но здесь Иисус начинает отвечать им как раввин. Не как простой человек или как какой-то учитель. Он начинает подходить с мудростью к этому вопросу. Когда фарисеи подняли его насмех, Иисус берет это и, отвечая очень мудро, как раввин, он начинает приводить примеры. Здесь он начинает приводить примеры своей школы. Давайте будем принимать это как школа Иисуса Христа. Да? Он говорит что может ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених. Я поисследовал, что такое чертога. Мне раньше говорили, что это дворец бракосочетания или место, где проходит свадьба. Иисус здесь говорил насчет, в пределах своей культуры. Чертога – это еврейское такое слово из хупа. Оказывается, это такой балдахин, где стоят 4 деревяшки, и над ними такой навес. Вы видели это в каких-нибудь фильмах, где балдахин, где там стоит раввин или тот, кто принимает это бракосочетание, священник стоит, невеста, жених и друзья жениха, не гости, и друзья жениха. Иисус, он приводит это как пример. Он говорит то, что он является женихом. Тот, который уже соединился с невестой. А друзья жениха – это ученики, это не гости. Это ученики являются его друзьями, они тоже стоят под хупой. А кто же является тогда невестой? Мы иногда говорим, что невеста – это церковь. Да, есть такой образ церкви, чтобы она была чистая и непорочная, да, чтобы мы дождались своего Господа Иисуса. Но здесь Иисус, он говорит этим фарисеям как раввин. Он говорит то, что он соединился с Словом. Написано, что когда соединятся муж и жена, станет одной плотью. Иисус говорит, что он соединился с Словом Божьим. И он этому, так как он соединился с Словом Божьим, он начинает учить своих
друзей, своих учеников. То есть он говорит то, что когда они с ним, они не могут вот это, пока не осознают, чему они учатся, что они будут принимать, они не могут пока этим поститься. Здесь также Иисус говорит то, что когда мы учимся Слову Божьему, когда мы сидим на собрании, когда мы сидим на альфа-курсе, когда мы сидим на домашке, и мы, когда разбираем Слово, то это подобно празднику, это подобно пиру. В духовном мире так и оценивает Иисус. Когда мы берем Слово, и мы разбираем его, и от него берем какие-то истины для своей жизни. Когда мы посещаем библейские курсы, эти библейские курсы нас обогащают. Они как бы дают правильные мысли, заставляют как бы думать правильно и на определенные жизненные моменты, ценности правильно реагировать и ценности расставлять. Также это учение Иисуса, оно как будто праздник. Мы, когда даже читаем Слово, мы имеем это как участие в празднике. Поэтому каждое воскресенье, когда вы на служение идете, или когда идете на общение с верующими, и там будут проповедовать или делиться, то это уже является праздником. Это второе. Первое было: Иисус не смотрит на твой бэкграунд. Он зовет всякого человека в его ученики. Не просто как зрителя гостя свадьбы, а как бы уже как сына чертога брачного. Он просит тебя встать рядом с ним, участвовать в этом процессе. Он будет как учитель, как он соединился со Словом, со своей невестой, как будто он будет учить своих учеников, своих друзей. Иисус к этому зовет каждого христианина, не просто прихожанина и ухожанина, а ученика Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа – это совершенно другая позиция, другой человек, другие отношения с Богом. К этому зовет. И чтение Слова, изучение Слова, и проповедь Слова, и участие в богослужениях – это праздник для нас. Так, дальше идем дальше. Изучение Слова праздник. Лука 5 глава 35 стих. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». О чем здесь Иисус говорит? Если мы прочитаем и увидим, то в других местах говорится, что ученики фарисейские Иоанновы тоже приходили и спрашивали: а чем мы постимся, они не постятся. Здесь, если мы на это чуть посмотрим так с другой стороны, то мы увидим, что ученики фарисейские и Иоанновы, они не понимают сути поста. Для них это просто как будто бы тренер по боксу или там по борьбе сказал: идите бегайте 10 километров, 20. Чтобы у вас была дыхалка, чтобы вы могли как бы определенную какую-то часть себе развить, получается. А ученики этого не понимают. Они видят, оказывается, можно было учиться, но и не поститься. Для них это как-то благодать. Что это такое? Иисус здесь и говорит и фарисеям, и ученикам то, что это определенная духовная дисциплина. Здесь говорится в одном месте, Павел говорит, давайте дальше пройдемте. Павел говорит, когда он начинает проповедовать Слово, когда отнимается у них жених, то есть когда они перестают учиться, они становятся кем? Они становятся уже не учениками, а учителями. Они будут преподавать, они будут служить людям, тем, которые хотят идти за Иисусом. А для того, чтобы служить людям, нам нужно усмирять свою плоть. Как христиане мы имеем свою плоскую природу и духовную Божию природу. Раввины тоже, они это понимали. То есть плотская природа, низкая, низшая, и высшая, которая от Бога, которая тянется к светлому, чистому. И Павел насчет этого говорит: но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойными. То есть, когда мы становимся учителями, тем, которые служат другим людям, нам нужно уже как бы себя усмирять. Тогда мы начинаем, по-простому сказать, поститься, чтобы побеждать в себе определенные какие-то свои минусы. У каждого человека они есть, у каждого служителя есть. Когда мы этот момент упускаем, то люди могут на нас приткнуться. Мы можем быть где-то грубыми, где-то уставшими, где-то проглядели.
И люди могут на этом приткнуться. Поэтому я начинаю, когда пощусь, начинаю принимать духовную дисциплину. Я порабощаю свою плоть. Я усмиряю себя, свои страсти, свои хотения. По-другому сказать, я начинаю поступать по духу, а не по плоти. Это как ученик Иисуса Христа, который уже, когда отнимется у них жених, это не говорится, что Иисус, когда умрет, тогда они будут начинать поститься. Это говорится, когда они начнут, как ученики, они же выучатся. Потом кем они станут? Они станут учителями. Это в Евангелии от Марка 16 главе Иисус насчет этого и говорит. Идите, делайте всех моими учениками. Проповедуйте Царство Божие, крестите их. То есть уже ученики в этот момент уже стали кем? Апостолами, посланными, чтобы учить других людей. И те, кто учатся или учились, у вас есть такой шанс или будет шанс, или вы уже имеете это учить других, служить на домашних группах, альфа-курсе, выездах, здесь, деткам. Очень много таких моментов. Это даже является площадкой церкви. Вы можете этому учить даже вне площадок церкви, на работе, дома, делиться мудростью, делиться словом. Какими-то определенными, даже если не словом, то от жизни церкви. Какие у вас выезды есть. Классные люди там есть. Не пьют, не курят, не матерятся. В общей массе своей. Да? Они доброжелательны, с ними всегда весело. У них всегда какой-то движ. Для других людей иногда вот это и как бы спасает. Сначала они вроде бы не понимают, о чем здесь говорят, какие-то вот Бог, люди какие-то. Но некоторых людей цепляет движение, жизнь. У них определенное движение жизни. Потом в процессе этого человек познает Христа. А кому они служат? А кто такой Христос? И начиная вместе с вами общаться, она начинает видеть Христа. И человек уже что? Вам нужно себя нужно усмирять, свою плоть. Если мы служим, то нам рано или поздно придется поститься, как бы нам этого не хотелось. Да? Так, давайте идем дальше. Лука 5 глава 36 стих. Причем сказал им притча, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Аминь. Здесь Иисус говорит то, что учение Христа или христианство, это не является заплаткой. То есть, когда лично я пришел к Богу, как к заплатке, чтобы Он меня освободил от зависимости. Я пойду дальше строить свою жизнь. Как бы да, я буду верующим, я буду ходить в церковь, но насчет других сфер своей жизни я не видел, что там есть проблемы, что нужно как-то вот это поменять отношение к этим вещам или вообще оставить, какие-то моменты приобрести. Я думал как-то вот заплата, да, у меня здесь порвалось, местописание какое-то, духовные истины, это буду принимать, а вот это я оставлю. Мне вот эта вот часть нравится мне. Иисус здесь говорит то, что когда мы становимся учениками Христа, то нам придется рано или поздно полностью принять христианство, полностью быть учеником Иисуса Христа. Человек не может долго идти, имея определенные, и там побыл, и здесь побыл. Так долго не получится. И потому что у нас есть Дух Божий, и Писание говорит то, что Бог у нас ревнитель. Недолго человеку унижать Дух Святой, что ли, бывая в разных местах. Этого не получится так сделать. Это все равно, что как бы в старых одеждах ходя, да, мне вот нравится, вот, например, какое-то мое фирменное, когда-то я покупал, в каких-то мероприятиях было. И мне нравится вот эта одежда. Я не буду его менять. Да, давайте поставим новую заплатку. Так не получится. Здесь говорится то, что нужно оставлять все то, что старое было. Апостол Павел также об этом и говорит в послании Филиппийцам 3 главе 8 стихе. Он говорит, все это я почитаю тщетой. А до этого он говорил, какой он был фарисей. Он даже по закону был чистым. Это 600 с чем-то законов, требований. И по всем пунктам у него там чисто. Не замечен.
очень чистый человек, очень религиозный. Он был учеником Гамалиила. Это в определенном кругу, определенное обществе, это очень высокое положение. Он все это оставил ради превосходства познания Христа. Если мы прочитаем в Деяниях апостолов, то некоторые фарисеи, принявшие Христа, они не оставили свое фарисейство. Об этом там говорится, что ересь фарисейская. Они, да, принимают Христа, но также говорят, что нужно брезговаться, нужно держаться Моисеев закона. Это уже ересь получается. Они как бы на старую свою одежду прилепили новую часть одежды. Так не получится. Также у нас. Ну, для меня сначала было, когда я принял Христа, как же я на охоте буду? Ну, у меня же был как бы определенный пантеон богов. Баянай стоит, да, Кёрбеллах, Иисус. И как-то мне нужно совмещать этого Иисуса. А как мне на всех и быть? А как, когда меня начнут вот этот огонь кормить, что мне делать? Сидеть, молчать, говорить, ходить с ними, не ходить? Определенные такие вопросы были. Потом, когда я читал в Псалме, что Иисус является Богом богов и царем царей, царь царей и Бог богов, Баянай, даже он, всякое колено преклонится перед ним. Когда придет Иисус, они преклонятся перед ним. Они не могут перед ним выстоять, перед его святостью и силой. Писание говорится, что из-за того, что Иисус смирил себя, Бог Отец ему дал власть превыше всякого имени, всякого, земных, небесных и преисподних. Власть над всеми. Мой Бог является Богом богов. Из-за этого я убрал пантеон всех моих богов. Для меня остался только один Иисус. Он мой Бог, Он мой Царь, Он мой Спаситель, Он мой друг, Он мой Господин. Да. Аминь. Также вот, поэтому, так же, как и апостол Павел, однажды придется нам оставить свой духовный какой-то бэкграунд, багаж. Все это оставить и Христа на первое место поставить. Так, идем дальше. Лука 5 глава, 37 стих. «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». Аминь. Здесь Иисус говорит в образе вина свое учение, Слово Он говорит. Каждый христианин, когда начинает принимать Слово Божие, учение Христа, то у христианина, у человека начинается внутри бурление, этот процесс. Как молодое новое вино, оно бродит. И в определенных некоторых моментах человек не вмещает это. Как так-то? Ну, для меня, например, возьмем такой вопрос десятины. Для меня этот вопрос вообще не стоял. Когда мне сказали десятину, 10-я часть, слава Богу, ни минус, ни плюс, мне как бы обозначили вот определенную сумму, да, скажем, и насчет этого уже мне думать не надо. И от расположения сердца я могу пожертвовать. То есть насчет этого у меня каких-то вопросов, почему они так делают, вот собирают. Я знаю, что в церкви всегда, везде, да, всегда как бы денег не хватает на выполнение определенных проектов или делали служения. И я понимал, что даже когда был неверующим, что храмы строятся на пожертвовании верующих людей. И также вот этот вопрос для меня оно не стоял. Но есть определенные другие вопросы, которые во мне бурлили, которые во мне было, когда я прочитал Слово Божие, когда мне с кафедры проповедовали, я соотносил эти истины со своей жизнью. А как так-то получается? Как мне вот теперь это совмещать? У меня начинает внутри бурлить. Бурлит и бурлит, кипит и кипит. И некоторым моментом она, как недовольство. Да как так-то, да как так-то? Иногда я думал, что зря как-то я чуть-чуть раньше пришел ко Христу. Потому что мне хотелось вот эти определенные вещи с собой таскать. А мне говорит, что это учение Христа по-другому. А когда мне говорят люди, слава Богу, пришел к Христу, я радуюсь, что вот пришел к Христу. А иногда я думал, когда я был молодым, я что-то рановато пришел. Потому что я не мог вмещать определенные истины. А иногда говорю,
Я был лучше бы, когда был подростком, пришел бы к Богу, моя жизнь бы совершенно по другому руслу пошла бы, когда я принял эти истины. Оказывается, эти истины, они для меня во благо. Бог создал меня и дал мне инструкцию в жизни. Помимо инструкции, Он дал даже Духа Святого, который больше, чем мой разум, мое сердце, который ведет меня. Дух Святой, Он во мне. Он не полагается на мой разум, да, на мое время почитать Слово Божье, поразмыслить. Он дал мне Духа Святого. Он знает, что я иногда буду лениться. Но Дух Святой, который во мне, Он будет меня вести. Он меня ведет, как христианина. Он дал мне Духа Святого. И Он каждому из вас, Он дал Духа Святого. Бог знает нас, что мы имеем определенные границы, определенные возможности. И чтобы следовать за Богом, нужен Бог. Чтобы делать дела Божии, нужен Бог. Без Него никак. Без Него это получается просто религия. Поэтому здесь Иисус говорит то, что Его учение внутри человека производит брожение, начинается процесс. И не надо совмещать все это со старым мировоззрением. Оно должно бродить, оно должно зреть. И насчет этого Иисус говорит далее, в Луке 5 главе 39 стихе. «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше». Аминь. Здесь мы, и когда вот на первый раз, на первый взгляд, когда мы читаем это слово, мы видим то, что здесь написано, старое лучше и новое. И у нас ассоциация Старый Завет, Новый Завет. И когда читаешь, видишь, как будто бы старый лучше, никто не будет принимать нового. А если так посмотреть, то Ветхий Завет, он как-то был ограничен. Не так-то хорошо. Сейчас в Новом Завете оно хорошо, оно отлично, оно вкуснее. И здесь поэтому мы видим, что Иисус говорит чуть-чуть о другом. Здесь Иисус говорит об опытности. Например, молодой врач, начинающий. Он опытный или тот, который уже поработал 10-15 лет? Конечно, тот, который поработал 10-15, у него опыт, он лучше будет. Насчет этого и говорит Иисус, насчет опытности хождения во Христе Иисусе. Когда молодой пастор, только-только начинающий, только-только начинает работать, полный контакт с людьми, он может в меру своей незрелости определенных вещей не знать. Много ошибок будет допускать. А тот пастор, который послужил уже 15-20 лет, к нему можно уже подходить смело. За 15-20 лет он поработал с очень многими людьми. А тот, который 2 года, он только-только начал. Только-только начал. Хотя и тот, и другой служат Богу. Насчет этого Иисус говорит. И если вы прочитали, читали внимательно, когда покаялся апостол Павел после обращения, он в течение 3 лет он проповедовал, и где-то в течение 3 лет он в Иерусалиме встретился с братьями, то есть апостолами. И за это время, когда новое вино, новое учение Иисуса Христа в нем было, он в течение 3 лет он горел, он проповедовал в синагогах. И даже до того, что его хотели убить. В течение 3 лет он настолько горел, он настолько некоторым людям не нравился, как он проповедовал. Если мы прочитаем в Деяниях, то его отправили в его родной город в Тарс. Как вы думаете, сколько лет пробыл Павел в Тарсе? Google говорит от 7 до 10 лет. Он был в своем городке в Тарсе. И в это время уже, когда его отправили в Тарс, вино, которое учение Иисуса, в нем начало как бы отстаиваться, оседать определенные вещи. Если мы посмотрим на Новый Завет, большую часть написал апостол Павел. То, что мы имеем сейчас, это он написал. Это вино в нем перебродило, это вино в нем выстоялось. Учение Иисуса Христа в течение 7 и 10 лет. Это очень много. Мы думаем, когда мы приходим ко Христу на первых порах, на радостях, мы хотим служить, хотим что-то делать. Идем, и в течение 3 лет начинает гаснуть. Да? Что-то не получается, близкие не каются, что-то они не видят.
никто Бога не ищет, никому ничего не надо, только мне, что ли. И определенные какие-то такие разочарования начинают приходить. У апостола Павла примерно было и такое же, но в течение 7-8 лет он учение Христа в нем, он как бы размышлял, он размышлял и видел в истории Израиля, к чему ведет Бог, к чему он это делает. Даже он, когда пишет Коринфянам, он говорит, что сам Иисус его научил к причастию. Он видел, как христиане причащаются, едят хлеб и вино. Что они делают, Господи? И сам Христос пришел, когда ночью я был предан с учениками, я сделал так. Опа, от самого Христа принял такое учение. Он даже говорит, что он однажды был на 3-м небе, Павел. В какое время это было? Момент затишья. От 7 до 10 лет, когда он сидел в Тарсе. За 10 лет в Тарсе, я думаю, его все знали. Первое время, наверное, он ходил по улицам, по синагогам. Все его знали. И уже видели, какой-то странный человек. Но сын утешения, тот, который его привел на служение, Варнава, он увидел, что у Павла не просто он как бы религиозный фанатик, он просто всем проходу не дает, у него есть система. Он систематизировал учение Христа. И он, когда это увидел, он как-то вот для себя это сохранил. Ага, этот человек имеет образование, этот человек умеет доносить мысли. Он, оказывается, учение Христа систематизировал. И он, когда приходит в Антиохию, он видит, что эта церковь нуждается в систематическом богословии, систематизации, обучении нуждается. И у него прям лампочка, Павел, Савл. И он идет в Савл, говорит антиохийцам, пока сидите, все хорошо, скоро буду. И раз, Павел, где ты? Давай со мной в Антиохию, там в тебе нуждаются. И он Павла через 7 или 10 лет в служение ввел. Сколько среди нас людей, которые пришли в церковь в первое время, пока как-то начали осваиваться, присматриваться, и огонь вот этот остыл, жар служения. И сидишь, вроде бы думаешь. А за это время, когда ты сидел в течение 7, 10, 15, не дай Боже, 20 лет, в тебе этот процесс брожения все еще шел. Оно остаивалось вино. Все то, что не надо, оно оседает. И когда вы начнете говорить людям, у вас уже определенное богословие, уже определенная жизнь, больше практической части. И когда вы начнете служить другим, старое лучше. Общение с этим человеком намного лучше. Этот человек намного глубже, мудрее. В духовных вещах он имеет большую практику. Он знает, как молиться, как поститься, как проходить определенные жизненные ситуации, трудности. В некоторых моментах постись, не постись, молись, не молись, просто нужно терпеть. Терпение вам нужно, братья. Терпение – это умение ждать. Время. Во имя Иисуса. Да, оно не работает. Терпи, Николай, терпи. Сам Иисус так говорит, и терпишь, сидишь просто. Господи, как мне быть, как мне быть? Терпи, Николай, терпи. И каждому христианину определенное время говорит терпи. Это время пройдет. А просто сидеть, терпеть, да. Ваша сила в терпении, ваша сила просто сидеть тихо. Чтобы оно внутри все устоялось. Вся пыль осела. То, что не надо, оно чтобы осело. То, что оно вкусно, оно чтобы одно поднялось. А для чего? Для себя родного? Нет, чтобы послужить другим людям. Также поэтому и Христос и зовет до ныне. Он зовет каждого человека на служение. Тех, которые горят, и тех, которые уже 7-10 лет. Для этих людей тоже, когда вы начнете говорить тем людям, которые во Христе 3-4 года, они поймут, что у вас есть мудрость. Эти люди, которые больше во Христе были и начинают служить, они не служат не тем, которые только-только пришли, а тем, которые 2-3 года во Христе в церкви. У них есть мудрость. Это в общении. А это общение проходит в большинстве своем, по моему наблюдению, в домашних группах. Те, которые больше в вере, больше в Боге, они в домашних
в группах служат тем, которые только-только пришли. Они молитвой помогают, общением, наставлением на какой-то определенный срок времени, да, вот так вот делают. Это их служение. Они даже не могут, в церквях или в каких-то служениях больших их незаметно, но они служат в домашних группах, в общениях. Эти люди, которые старое вино, как Иисус говорит. Буду заканчивать свою проповедь. Не слишком быстро ли? Нормально же, да? Давайте подытожим. Когда к Иисусу приходили фарисеи, они пришли посмеяться над его учениками, над ним. Но мы видим, что для Иисуса не важен твой бэкграунд, ему важно, что он тебе дает, его учение, что ты с этим будешь делать. Иисус зовет каждого. Мы понимаем, что те, которые мытари, они не были достойными людьми для учения, для фарисейских, для раввинистических учений. Они не были достойными людьми. Рыбак Петр, да он рыбак, мужик. Да, он за любой кипиш. Нужно было просто подмигнуть, и рядом Петр, как всегда, как тут, как тут. И молодой Иоанн, парнишка вообще, 17-18 лет. Симон, Зилот, ревнитель. Говорят, что он был из партии каких-то вот Зилотов, уже политический такой. Да? Нафанаил, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Прям для меня это разношерстные люди. Люди видели это. Даже по возрасту они разные, по социальному статусу, положению разные. Для Иисуса это не важно. Он хочет изменить твою жизнь, если ты на это согласен, если ты хочешь пойти за ним. Он готов дать тебе вино своего учения, новую жизнь. Второе, изучение слова, проповедь, это для нас всегда как праздник. Это для нас сейчас Библия стала доступным, и оно в телефонах, даже в разных переводах. Было время, когда я молился, чтобы получить Библию. 3 месяца. Тогда не было так много Библии. Был Новый Завет Гедеоновский, синяя такая. Прям я ее перечитал, там прям все. И хотелось полную Библию иметь, читать, познавать Бога. И я молился 3 месяца, чтобы получить Библию. А сейчас при удобном любом желании пошел в телефон, скачал, да, аудио Библию можно слушать, ходить, ездить в машине и слушать. Сейчас для нас это как-то потеряло цену, но это праздник. Дальше. Когда мы становимся учениками Христа, то нам нужно учиться поступать по духу. С первого раза оно не получается. Это процесс жизненный. В течение всей жизни мы будем учиться этому, поступать по духу. И придется нам это делать. Как бы нам ни хотелось, мы будем поститься. Мы будем и поститься, и постимся. И для этого нужно, чтобы быть учеником Христа, нужно полностью изменить свою жизнь. Осознание жизни, принятие жизни, отношение к жизни полностью поменять. Я думал, где-то 3 или 4 года, я думал, что когда я умру, то я попаду в рай, и на этом все. Слава Богу, я на небесах. Господь, я тебя беспокоить не буду, я буду где-то там, вдалеке, чтобы тебе не надоедать. Одному ходить буду там один, от всех там, все от меня идите, на небесах я один буду лежать. Шутишь да благодать. Потом, когда я начал учить и увидел, оказывается, после смерти еще есть воскресенье, что мы опять-таки в обновленных телах будем. Так же, как и Христос, так же, как и ангелы, в совершенных телах. Не в таких, но мы будем друг друга узнавать. Для меня это было вау! Оказывается, рай не заканчивается, оказывается, еще есть что-то новое, больше. Для этого, поэтому нам нужно полное изменение к жизни. Это отношение к жизни у меня поменялось. Моя цель не просто рай. Моя цель уже после рая еще и это воскресенье. И в этом воскресенье мне нужно опять-таки что-то, наверное, нужно будет делать. Об этом и учат и говорят. Отношение к жизни.
я начал смотреть не просто такими маленькими, день, два, 3, месяц, год, а в масштабах вечности мыслить, смотреть, учиться этому, куда жизнь моя идет, какие поступки, куда меня приведут, какие поступки, куда приведут церковь, куда приведет этого человека. Уже в масштабах вечности. Это ценности меняются. Также молодое вино бродит и зреет. Когда мы принимаем учение Христа, мы определенные некоторые вещи, для нас тяжело это принимать. Да, оно бродит, оно бурлит. Это процесс, оно проходит. Когда мне говорят христиане, что все стало понятно, когда я пришел, читай Библию, на него все вопросы как бы на жизнь, все ответы на вопросы есть. Я не вижу в этом. Я вижу, что процесс спасения, да, процесс как бы в деле устройства церкви, все там есть вроде бы, да. Но определенных вещей там нету. Для меня некоторые моменты являются вопросом. Для меня сейчас это как бы бурлит, сидит во мне, работает, я размышляю над этим. Принимаю определенные позиции, определенные решения насчет этого в отношении себя и других людей. Также молодой, как бы я здесь говорил, что молодое вино или старое, здесь я вижу, что Иисус дает шанс. Когда наше учение Христа мы принимаем первые 3 года, как апостол Павел Горим, потом 7 или 10 лет в Тарсе, есть моменты, когда человек сидит, думает, расставляя все на свои места, по своим полочкам, раз. И вот сейчас время старта оказывается. Нужно, когда мы слышим призыв из-за кафедры служить Ему, это Бог говорит тебе. Возможно, вы сидели и откладывали. И жизнь, и разум говорит совершенно другое. Не надо. А Дух Святой или ваше сердце говорит, это шанс. Войди в этот вагон уходящего поезда, запрыгни. Бог зовет. А для чего? Для того, что у вас уже есть чем делиться с другими людьми. А старое вино, оно лучше. Первый ты человек. Не знаю, вот я иногда себе представляю Павла, молодого Павла. Но он был настолько ревнитель, что он гнал церковь. Он с такой же ревностью, он служил Христу, начал проповедовать. Меня бы, наверное, отпугнул такой человек. Когда слишком экспрессивно, я вижу человека, он грамотный, во всех аспектах меня там раз, и как бы обложил меня, да, получается, я не могу, меня ведет просто покаяние, меня как-то даже выбора не дает покаяться. Когда меня ставят такие вот в рамки, когда мне не дают выбора сделать да или нет, мне это вообще не нравится, я принимаю это как от сатаны. Я знаю, что Бог, Он всегда дает выбор. Он дал мне свободу воли. А когда первый момент жизни Павла, я думаю, что он не был таким. Он говорил, выбор такой, есть ад и рай, выбирай. Его хотели убить прям. Из-за этого его в Тарс отправили. Потом, когда он послужил уже во Христе, он где-то 10 лет, с этим Павлом можно было поговорить, уже глубокий, знающий человек, вкусное вино. Можно о чем-то в Боге о чем-то о другом поговорить, узнать человека. И этот человек может быть и ты. Для другого человека это уже ответ. Для Бога ценен каждый.